sensiz beher guday için bil bil. Akakna sakakandan siz beher guday için bil bil. Uçala babana avivan siz bana harayız bana kaçın bil bil. Uçala babana avivan siz bana harayız bana kaçın bil bil. Qeypaka alamaya saqat pudyuga chachi Stol Süleyman Babadin Mərikatar qle fez Qeşaz Muhman Xanvachi Stol Süleyman Babadin muzey diz mijudlhay numradin школадин избербаштай балаян чинақачи малим дива хабар qada abur inisika qatnada abriz ireqi qismet xanvada فضل قيس консерватор Стол Сулеймана музей дист таниш жадавол ци юбилей авайкна чу атан вади инис че коллега ярни аялар галас مقوى تنشن يستوصل مبادئ تворчество дихкалас. Эх, البته زازلوز كان زهدان شعير أدغزف أمردك فكرة رونا كهنوا شعيراريا هيج سكاستيس قيش وكاي خوش دماغ مير ونا دنيا إخير وطن وكاي جزدوش ون يحقون فنا دنيا قرأتنا Стол Сулейман Babadin вишнахтон цовадис qarşılamışsa vaxt ganvatirda Стол Сулейман Babadin ömürde kasa şiir keklana kölagat onda hekida. За фикер урqo кела qohada творчество дика адгзав ömürde ka khedvichi hada ömürde ka za khida şiir jeskhanat zaka o gzав чти ömür xanva Dağıstan'ın poeti ama da hadi dedelik xana hakala gzав не gzав hada ömürde ka vichi ka khida. Күйес күйінай. Зи еребене Қасым Хуряю, жил в Дербенский район. А колақса избір? Муштар саргыз күйін? Чна история общества. А ел рызы қазан күйін Стол Сулейман Babadin? Конкурс арх жадала, тар жадала, дагестанская литература жадала, хамиш тхузат чна дакатарса. Значит, макет старого дома. Дом построен самим Сулейманом, значит, вместе со своей женой, своими руками. И он жил в этом доме до 1933 года. В 1933 году к нему приехали самые известные поэты и писатели Советского Союза. И он к своему стыду, обычно Лезгины домой приглашает, да, гостей, он к своему стыду не смог домой пригласить их. Тесно было в старом доме. И вот допоздна они, вы наверняка обратили внимание, вот когда шли сюда, там в саду есть большое тутовое дерево. Обратили внимание? И вот допоздна сидели под этим деревом, читали друг другу свои стихи. И затем, когда они уехали, сказали, в какой тесноте живет поэт. Правительство нашей республики приняло решение, значит, построить поэту новый дом. И вот этот дом, где построен этот открытый музей, она построена в 1934 году. С 1934 по 1937 год поэт жил в этом доме. Умер он в этом доме. Похоронен знаете где? В Махачкале, вот на берегу Каспийского моря, есть очень хороший... Сейчас там реконструкция идет. Парк имени Сулеймана Стальского. Там есть памятник. Не ошибетесь, вы все равно мимо этого памятника пройдете. Там он похоронен. Это на его могиле. Вам понятно, да, когда я говорю? Вы знаете, что этот музей сгорели, подожгли его? Сейчас я вам один вещь покажу. Вот смотрите, казалось бы, самые хрупкие вещи. Так, отвлекаемся мы. Казалось бы, самые хрупкие вещи. Маленький горшочек, сделанный из глины. Один раз побывал в печи. А вот это знаете что? Это расплавленное стекло. И плавится она при температуре за 1300 градусов. Вот такую температуру, вот эта деревяшка, она никогда не даст. Она будет здесь гореть, а вот это стекло здесь останется, как стоял, так будет стоять. Его надо подсыпать или
облить чем-то, чтобы вот такую жару давать. 1300 градусов. Она вот здесь стояла, витрина, и вот это витринное стекло, 4-миллиметровое стекло, расплавилось и выпало сюда. Она же могла мимо упасть. Нет, ей надо было вот сюда, в этот горшочек упасть. У этого горшочка было 20 шансов разбиться. Вот она упала отсюда, могла разбиться? Могла. Под нами подвал 2 метра глубиной, она могла разбиться. Вот эти потолки, крыша, когда упала, она могла разбиться. Когда пожарники воду дали, значит, попади сюда одна капля воды, раскаленная же она бы рассыпалась. А вот когда весь этот мусор убирали, могли же рабочие задеть его лопатой, поломать его? Она не поломала. Знаете почему? Не знаете? Если бы она не осталась, не сохранилась, да? Вы себе представить вот этот джаханнам, который здесь было, не смогли бы представить. Я бы вам сказал, здесь пожар был, сильный пожар был. Ну, сказали бы, пожар, так пожар, да. Нет, здесь не пожар, здесь стекло расплавилось. Здесь был джаханнам. Вот оттуда сигнал пришел, оставить его, чтобы я вам мог показать его воочию, и чтобы вы осознали, что здесь произошло. Поняли, да? Сейчас я вам еще... В 1934 году построен этот дом. Вот в этот новый дом в 1936 году приехал один ахтинец. Знаете, да, кто такой ахтинец? Это житель Ахтинского района. Вот он приехал сюда и говорит: Сулейман Ахулу, я тебе привез новый шаламар, взамен хочу твои старые. Он так посмотрел на него, насколько он адекватный, новый дает, а старый берет. Нет, вроде нормальный, молодой, образованный, грамотный человек. Он практичный старик был. Он снял сразу с своих ног свои старые шаламар, а отдал ахтинцу. Ахтинец уехал. Это было в 1936 году. А вот в 2016 году, на 5-й день после пожара, здесь еще дым местами шел. К нам приезжает другой ахтинец. У него под мышкой черный пакет. Он говорит: мы слышали, говорит, что у вас здесь пожар был. Это же, говорит, не пожар, катастрофа, что здесь произошло. Наш дедушка, говорит, 80 лет назад взяли из вашего дома вот эти шаламар, я их, говорит, вам вернул. Тогда вы знаете, у нас какое было состояние? Ну, 5-й день после пожара у нас состояние смерти подобно, говорят у русских, да? Вот такое состояние. Нам ни до музея, ни до восстановления музея. И вдруг появляется эти шаламар. Это тоже неспроста. Это тоже знак оттуда. Сигнал пришел. Какой джаханнам здесь был, и послал обратно шаламар, чтобы восстановить. Шаламар – это движение, движение – это жизнь. А почему не восстанавливают? И вот восстановили этот музей, знаете, за очень короткий срок. Вот 4 октября приехали строители, которые начали строить, значит, все это хозяйство восстанавливать. А вот 17 мая, спустя 7 месяцев, мы его открыли торжественной обстановке. Вам понятно, да? Давай пойдем. Да. Все сохранилось, стены оставались. На стенах даже штукатурка не было. Все сгорело, только стены были целые. И вот на этих стенах все это восстановлено. Да. Ничего здесь не трогали, ничего здесь нет. Вот все сохранено как есть. Комнату оставили, как при жизни поэта было. Правда, здесь ничего не оставалось, все это восстановлено. Вот видите, там часы в углу. Это часы, они сулеймановские часы, они были здесь. Когда пожарники воду дали, они упали, и вся эта потолки и крыша упала на них. Они вот такие скрученные были, их наши реставраторы сделали и обратно повесили сюда. Часы показывают время 10 часов 45 минут. Сейчас сколько времени, кстати? 11:50. 11, да? Вот 10 минут назад. 10 минут назад скончался вот в этом доме, значит, в этой комнате, на этой койке Сулейман. В 1937 году, 23 ноября. Вот часы стоят с тех пор. Их остановили. А вот здесь чунгур висит. Знаете, да, что такое чунгур? Конечно. Чунгур. Этот Сулейман, он не умел играть, он даже не играл на этом чунгуре. Знаете, для чего его служил этот чунгур?
гости играли. А? Нет. И гостей не было, чтобы играл. У него был феноменальный память. Это старик не писал, не читал. Все 12 тысяч строк, которые он сложил, он держал у себя в голове. А вот Чонгур помогали ему. Вот ноту набирает он, И вспоминали. вспоминает, это такой год. Другой, значит, это весна того года. А вот это зима этого года. Иначе он не запомнил бы все это. Вот для этой цели этот Чонгур он использовал. И он его подарил Эфенди Капиеву. Все знаете, да, Эфенди Капиев? Он лакец по национальности. Рассказ Сулеймана о себе. Написал он по просьбе редакции «Центральной правды». И вот смотрите, что получается. Да? Этот лезгин обращается, значит, к этому Лакс. лаксу. На каком языке? На тюркском, который оба знали хорошо. И вот что получается? Сулейман слагает стихотворение на лезгинском языке, переводит его на тюркский язык, этому лаксу. А лакец переводит его на русский язык. Вот смотри, каждый перевод чуть-чуть значение теряет стихотворение. Каждый перевод. Его нельзя вот так перевести, как есть. Вот. И вот этот Чонгур подарил Сулейман Эфенди. Он никогда его Эфенди не называл. Он его Габибом звал. Эфенди, это как бы по его этим, у него аллергия была от этих господ, у Сулеймана. Эфенди это как господин, вот какой-то этот, да. И вот он его называл Габибом. Он говорит: Габиб, я вижу, ты, во-первых, ты молодой, во-вторых, ты перспективный, в-третьих, у тебя получается. Вот этот Чонгур, пусть будет тебе подарок от меня. В 1934 году. Во время войны Капиев умер. Чонгур остался у них дома. Вот когда отмечали 60 лет Расулу Гамзатову, жена Эфенди Капиева, Наталья Владимировна Капиева, она подарила этот Чонгур Гамзатову Расулу. Она при этом сказала: Расул, говорит, я уже пожилая стала. Это самое дорогое, что у меня в жизни есть. Это подарок, значит, от Сулеймана, память от мужа. Ты его береги. Отдал Расулу Гамзатову. Расул Гамзатов за 2 года до своей смерти приехал сюда, и там на сцену, вы, наверное, обратили внимание, и с этой сцены объявил всем, я, говорит, не с пустыми руками приехал, я привез Сулеймана Чонгур. Лезгины, говорит, определитесь, кому его передать, как эстафету передает, да, вот Сулейман передал Капиеву, значит, жена Гамзатову, теперь Гамзатов хочет кому-то передать, он почувствовал свою старость, свой этот, вот. Пока лезгины определились, кому его передать, он его обратно повез назад. Через 2 года он умер. Чонгур остался у него дома. Когда нас подожгли, дочь Расула Гамзатова, Салиха такая, она привезла этот Чонгур, повесили здесь, сказала: больше его никому не отдавайте, вот это его место. И вот смотрите, да, вот сами такие судьбоносные вещи, да, Шаламар вернулись, Чонгур вернулся, таких вещей здесь много, которые я вам еще не сказал. Вот которые пришли, сулеймановские вещи, которые вернулись в этот дом. И это все неспроста, это вот оттуда сигнал пришел. Иначе, вот смотри, в 1934 году ушел из этого дома этот Чонгур. В 2017 году вернулся сюда на свое место. Это же не просто так бывает. Все воля Всевышнего. Все воля. За злоотказово творчество дека Сулейман Стальского имам Ярли Вангафарлди. Вон рикидач, вон виридаз рахжада, вон хамиша халк тинрике сахжада. Аял рахи кабулна кюнизата поездка. Гзав аялар гыз ханач гзав приз қез қанза жүзлахата мадни қез қаза аяларава ряқ ярғал яз курди қез ханач гзав прига жаза аялар чнағану. Гзав музей еракоз час лап қсанза инат кюн сифтета на сифере зу жүзлахата вообще шагасталы сифтета нади. Ят анизу и асум хрофиз хкез рак вот они сифере зу инизатан нади.
танишес. Сейчас ара галкунар хурат. Ами ла көзни чихя галкунар хой амиша мухман наржез мухман рез чир хурачи халк ди 20 век ти Гомер Сулейман Стальский Максим Горького лагавал.